Как вы относитесь к возможной продаже недвижимости иностранным гражданам? Этот вопрос настолько уже набил оскомину, что любой, кто попытается просто даже поговорить на эту тему, встречает прямое раздражение среди соотечественников. Но нужно понимать, если мы не в состоянии спрогнозировать в среднесрочной перспективе, что нам принесет не решение нужных и текущих вопросов, руководствуясь родовыми страхами, то мы потеряем государственность нашу гораздо быстрее, потому что людям не нужна свобода, чтобы жить хуже. Тем более жить кратно хуже в отношении стран, нас окружающих. За последние 30 лет инфраструктура наша сильно истощилась. Не нужно быть провинцем, чтобы сказать, что с этой инфраструктурой будет через еще 20 лет. Просто мы превратимся в гетто. Когда говорят о кадастрах и еще что-то, вот объективная реальность. Если мы сильно будем отставать от стран, еще раз повторюсь, нас окружающих, это приведет к потере нашему суверенитету, потому что сами люди не захотят обладать свободой независимой, которая им ничего не дает, абсолютно ничего, просто развиваться, быть социальным государством, и все наши болевые вопросы, они будут только возрастать. Мы за это время не построили ни одно здание. Максимум, на что мы способны, это, используя инвестпрограмму, поменять крыши и покрасить дома. Я взаимодействовал с российской стороной в этих вопросах. Конечно, есть вопросы, которые не вызывают у нас страха и опасений. Есть те, которые мы должны обработать, то есть создать государственные комиссии, наполнить ее специалистами, актуализировать все наши страхи и выдать продукт с общением и обсуждением на медиаплощадках, и только потом спустить в парламент. Есть вопросы, которые мы не можем рассматривать вовсе ни сейчас, ни впредь. Вот, на мой взгляд, закон о обороте недвижимости, не о продаже, а о обороте недвижимости, это тот вопрос, который мы должны проработать. Мои предложения заключаются в том, что в первую очередь снять страхи, которые у нас объективны, потому что у нас уже было, как было сказано, 17%, и к чему этот дисбаланс привел, мы все знаем. Но будучи вице-президентом и возглавляя одну из госкомиссий по гражданству, я вам скажу, по статистике порядка 550 человек проходит в гражданство в год в Абхазии со всеми политическими правами. Давайте мы примем разовый закон на те же 5 лет, поскольку если умножить 550 человек на 5 лет, мы получаем 2750 человек, то есть за 5 лет они и так входят в гражданство с политическими правами. Мы пригласим строительные компании, обозначив им сроки действия закона, обозначим им количественную квоту и дадим возможность на месте хрущевок, которые морально устарели, выстроить элитное современное жилье. Что это нам даст? 30% этого жилья перейдет государству, где включатся все социальные программы, и в том числе и по выделению квартир инвалидам войны первой группы, и многодетным семьям, и в вопросах демографии, и в вопросах репатриации. То есть начнутся решаться застарелые проблемы, не говоря о том, что наши города будут выглядеть гораздо презентабельнее и интереснее. И по мере завершения действия закона мы сядем и посмотрим, что это нам дало, есть ли опасности, вообще были ли желающие приобрести жилье, поскольку в мире много интересных мест с более продуманной политикой, лучшим порядком и безопасностью, которые борются за каждого инвестора, в том числе и в жилищной сфере. Параллельно нам помимо гражданства, закона о гражданстве и вида на жительство, конечно, нам его надо расширять и с пониманием, что такое резидент, либо не резидент. Сейчас уже мы встречаем, пока мы говорим об этом и держим вопросы на паузе, сейчас мы уже встречаем объявление, где в Пицундах продается апартамент, и на каких основаниях нас, скорее всего, в качестве нерезидентов, где законы у нас еще не приняты. Поэтому вопросы решать надо. И российская сторона нас слышит. Не брать во внимание интересы России в Абхазии вовсе не получится. Но, еще раз говорю, нас никто через колено не ломает. Единственное, конечно, обижает, когда мы вообще просто наотрез не хотим ни в одном вопросе участвовать, обсуждать, разговаривать.
Но это не есть хорошо или правильно, это ведет к стагнации.